О том, кто наиболее подвержен сезонным заболеваниям и какие меры необходимо принимать, чтобы остаться здоровым, смотрите в материале нашего корреспондента Полины Долинской. На первом месте по числу ежегодных заболеваний находятся грипп, коронавирусная и другие острые респираторные вирусные инфекции. Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями этих вирусов, победить их до сих пор не удается. Ежегодно только от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Связано это с тем, что вирусы обладают способностью менять свою структуру. Мутировавший вирус способен поражать человека вновь. Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. И если дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, то для пожилых людей, так же как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы. Также в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременные женщины, медицинские работники и работники общественного транспорта, а также общепита. Инфекция передается от больного человека к здоровому через мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже простого разговора. Также возможна и контактная передача, если в среде обитания здорового человека находится носитель того или иного вида вируса. В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания. В основном наблюдается повышение температуры, озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, возможно, тошнота и рвота. Также в редких случаях может появиться конъюнктивит, а также расстройство желудочно-кишечного тракта. В среднем болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно возникновение осложнения, такие как пневмония, энцефалит, менингит, осложнения беременности и развитие патологии плода, обострение хронических заболеваний. При первых же симптомах необходимо обратиться в больницу. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим, полноценно питаться и пить больше жидкости. Ни для кого не секрет, что болезнь проще предупредить, чем лечить. Для этого достаточно применять универсальные меры предосторожности. Часто и тщательно мойте руки, избегайте контактов с кашляющими людьми, придерживайтесь здорового образа жизни, пейте больше жидкости, регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь. Реже бывайте в людных местах, особенно в период обострения вирусной инфекции. Используйте маску, когда находитесь в транспорте или людных местах. Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встрече. Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. И самое главное, не занимайтесь самолечением и при первых признаках вирусной инфекции обратитесь к врачу. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Будьте здоровы!